Улица Комсомольская в Уфе от бульвара Хадии Давлетшины до улицы Лесотехникума после ремонта должна стать дублером проспекта Октября. Здесь планируют расширить дорожное полотно с 4 до 6 полос. Масштабная реконструкция улицы Комсомольской продлится 3 года. Кроме проезжей части, дорожники переложат газопровод и теплосети, построят ливневки. До конца 70-х годов 20 века улица Комсомольская была высоковольтной. Но когда микрорайон Шакша присоединился к Уфе, а там была одноименная улица, появилась Комсомольская. Уже тогда она была достаточно загруженной. Давайте рассказывать, что мы здесь делаем. Реконструкция улицы Комсомольской, общая протяженность 5 километров 8 метров. Разбили мы его на 2 этапа. Это улица 8 марта от Айской до Хадии Давлетшиной. Один подрядчик определили Башкиравтодор. Второй уже идет как улица Комсомольская. Генподрядчик компании Дортранстрой. Контракт рассчитан на 3 года. Мы зашли в программу безопасной качества. В этом году зашли, да? В прошлом году, да, начали. Вошли в программу безопасной качества автомобильной дороги. Значит, ведем реконструкцию. Суть проекта доведение до норматива 6 полос, наружное освещение, строительство ливневых коллекторов. А было 4, так? Было 4, совершенно верно, и без ливневого коллектора. Ливневку строим, на глубине 8 метров идем, переустраиваем газопровод высокого давления по всей длине. Мы проспект так разгружаем, да, получается? Это вообще идея была дублер проспекта, Ради Фаридович. Ну, по сути, она так и выполняет. Совершенно верно, да. И к чему, почему как бы вот на этом узле обращаем внимание? Здесь у нас стыкуется еще один проект, который мы сейчас город отпроектировал, капитальный ремонт улицы Гали. Мы закрыли от проспекта до Комсомольской. Ливневку строим, увязываем существующими коллекторами. Затем мы завершили проектирование. Сегодня находимся в экспертизе выход на тоннель, на восточный выезд. Это вот он, да, он туда идет же, да, получается? Да, Ради Фаридович. Я вот здесь вот в этой части не представлял, как она пойдет. Интересно. Вот мы сейчас с вами вот здесь находимся. Мы сейчас закрыли Гали, вот от проспекта до сюда, это капремонт. Ливневку строим, здесь врезаемся, все, мы идем по БКД. Дальше вот у нас идет на Бессоновский путепровод. И вот тоннель, да, портал вот тоннеля, да. Да. Он разбит у нас на 4 этапа. У нас там работы ведутся сейчас, да? Нет, сейчас мы в экспертизе по этим этапам. Мы вышли только вот с экспертизы. Нет, а вот эта вот вырубка идет, у нас же вырубка там идет. Уже туда, за Уфимкой, да, 5-й вырубку сделали. И по тоннелю работает. Тоннель работает. А это вот, это развязка, да. Проспект Соловьева построен. Вот это и есть. Она у нас закрытая, по сути, стоит, да? Она пока закрыта. Не работает. Да. Из-за того, что, Рефлеш, вот эта работа не выполнена, вот она и стоит. Для того, чтобы принято решение, восточный выезд сделано, и как раз это, когда уже по завершению, все это хозяйство заработает. Тут еще дворовые дублеры пойдут, выходы на Салават. А это туда уходит все уже Это пошло, да? на Гале, да. Ну, идея-то неплохая, тяжелая. Да. Планомерная работа. Мост Галя новый поставили. Старый закроем на капитальный ремонт, как вот с экспертизы выйдем. Тоже мы программу Т4 с Гострансом отрабатываем. Поэтому здесь этот коридор, вот этот очень сложный узел, Райфарич, километр 100 длина, просто 100 объектов недвижимости под снос. 1,173 миллиона рублей. Вы в следующем году закончите это, да? У нас по контракту ноябрь 2021 года. Ну, 21. Да. Ну, в смысле, Да, до лесотехникума, да, мы планируем завершить. Да. Ну, оживить здесь все, да? Конечно. Там тротуары, освещение вот это, да, новое Все полностью все замена, оцинкованные опоры, 8-гранные, со светодиодными светильниками. То есть, Ливневка, выносы, освещенность. И она у нас идет по БКД, да? мы по программе БКД. 63% федерация, вот на этот год, 38 республика и 3% города. Уже немножко разгрузим. Ладно, хорошо, спасибо, удачи. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы хотели жителей Комсомольской 21/1 пригласить к нам во двор, огласить наши проблемы, что у нас происходит. У нас захват территории 256 квадратных метров было вместе с администрацией Что там, Советского района.
Там сносили забор. нежилое строение было с забором. Мы этот вопрос... А это предприниматель, да? Да, да, какой-то? Это вот он так Да. вот жестил, так Да. с ним Да, разобрались? Все разобрали, забор. Но нет, еще до конца не разобрались, все Забор. равно продолжаются угрозы, и до конца Забор не убран. демонтирован. Забор убран, нет? Да. Забор не до конца убран, частично, и он мешает пожарному проезду детского сада. И, Национальный материал- проект детского сада. Мы очень вам благодарны, что Это вот детский сад, новый садик, да? новый Да, садик, да. который построен, мы очень вам благодарны, что его построили. Но с такими жителями, которые по соседству, мы очень боимся и опасаемся за своих детей. Ну вот мэр города говорит, что вы контролируете эту ситуацию. И вы решите ее ситуацию, да? Конечно. А вы... То, что оказались определенные хамы, Ага. мы их призвали к порядку. У нас там еще судебные- настройка в 2 этажа. судебное На решение. как- Но это уже история, девушка. Здравствуйте, Раиса Фаритович. У нас, когда с вашим приходом, вот когда вы нам очень помогли с детским садом, вот детский сад настолько оперативно и быстро вернулся, мы даже не ожидали. Мы настолько благодарны. Потом к нам во двор вот пришла программа по благоустройству. Нас это тоже очень радует. Сейчас вот все благоустройство из-за этой ситуации тормозится. На этот год или на следующий? этот. Да, у нас там бордюр не вот из-за могли. этого и началось, наверное, да? Да, да, именно из-за этого конфликт и начался. И мы бы хотели, чтобы основательное расследование прошло по тому, на каком основании расселенное здание, в конце концов, оно перешло в частные руки. Там достаточно сомнительные ситуации насчет того. Наш дом, именно Комсомольская, 21/1, расселял этот дом как аварийный. Давайте я уж не пойду туда. Мы решим этот вопрос, ладно? Решим. Здравствуйте. Еще один вопрос вот по поводу вот этой бани. Уникальная баня с автономной котельной, стратегический объект. А что такое? Да, и ее, Закрыта, значит, Она сейчас закрыта, ее да. закрыли она и на приватизацию частная? выставили. Нет, она муниципальная. А сильно убыточная баня-то? У нас вообще по городу все бани закрываете. Да, К сожалению, да. да. Баня закрылась из-за того, что, во-первых, РФ решил, надо огромное вложение, чтобы ее Сколько? полностью восстановить надо. Там 6 миллионов, 6-8 Сколько миллионов. надо установить? Баню давай не закрывайте. Мы его поставили на этот самый, вообще закрыли, на приватизацию Но поставили. приватизация чем закончится? Тут офисное помещение сделают. Бани не будет. К сожалению, да. Ну, может. там приватизацию поставили в одном случае с тем что условием, что обязательно будет именно Или условие. У нас баня. муниципальные Да. бани остались же еще. Есть. Ну У не нас надо, районе там давайте есть. так, подумайте еще. Огромная просьба. Потому что А что, муниципальные бани выточные, что ли? Народ же ходит, и это просто грамотно Нет, ну организовать. цены это вопросы, которые, если частные бани, там цена, естественно, дорогая, цена понятно. регулирует. Ну, а тарифы мы регулируем. А тарифы, которые мы ставим, которые есть государственные такие бани муниципальные, они невыгодные. Давайте так, вот я прям все не надо писать, я вот это на вас выйдут, контрольное управление поставит, я буду периодически проверять. Мы добьем ситуацию, даже не переживайте. Пожалуйста, Присядьте, баню спасибо. Ради Фаридович, огромное Вот спасибо. глава за услышит. данный инцидент. Елена Анатольевна, вы супер. Спасибо. До свидания, спасибо. Ради Фаридович, я даже не знаю, о чем спрашивать. Сначала о дороге, а тут про конфликт во дворе серьезный. Знаете, как такое, вот что плохого было с коронавирусом, мы не могли с людьми общаться. А когда общаюсь с людьми, вот даже, может быть, я не могу охватить всех, но нам всем нужно общаться с людьми, разговаривать с людьми. Вот я и сейчас глав буду вытаскивать на это, потому что вот как раз за эти полгода мы то, что не общались с людьми, это катастрофа, потому что и люди устали, а мы с ними не разговариваем, мы не знаем, что их волнует. Мы знаем, что их волнует, но мы им не объясняем, что мы делаем. Это очень... Надо немножко, как говорится, из норки вылазить и работать. А дорога-то отличная. Дорога отличная. До свидания. До свидания. Советская площадь в Уфе. Долгие годы именно она была главной городской площадью. В годы войны отсюда отправляли на фронт солдат. Здесь проводили демонстрации, общегородские праздники. А в декабре 1955 года на площади появилась первая городская елка. В современной истории на Советской площади тоже проводят мероприятия, но уже не так много и часто. А иногда она превращалась в большую парковку для автомобилей. Вернуть былую популярность и вдохнуть новую жизнь в Советскую площадь решил глава Республики Башкортостан Ради Хабиров. И в 2020 году здесь начали масштабную реконструкцию.
Ну, вообще так, довольно большая получается площадь. Вот площадь большая, Райф. А вы когда хотите сдать все это? Райф, ну, работаем у нас же на следующий год это. Как на следующий год? Нет. А нет, у нас ноябрь. В этом году ноябрь? Ноябрем? Да, ноябрь. Памятник вот здесь же, да? Да. Вот здесь памятник. Ага. А эти блоки куда это растут? Ну, это подпорные стенки. А где они будут? Вот как ступенечки идут. А, вот они. Да. Большие. Г-образно. А, они вот такие, да, углы они такие делают, я понял. И внутри них там лесное, ну, деревья, да, у нас, по-моему, так? Ну, кустарник, деревья, газоны. Ну, посаженные, да. Зеленая зона. Ага. И там такое же, да, вот получается? Да, монтаж начали, вот как бы. Да, а в тех углах тоже будет или только здесь? Нет, только вот здесь, да? Да. Ага. Откуда привезли гранит? Чего? Учелинский, да? А, понятно, ага. Угу. Очень красиво. Красиво. Ну, красиво и цвет приятный. Угу. Да, очень красиво. Да. Ну и это тоже Учелинский, так же, да? Да. Все. Ну, Учалы у нас. Все это все башкирское. Да. А это гранит для чего, Радик? А это вот здесь подпорная стенка будет. Вот так вот Г-образная. Видите, вот там. Для чего? Мы закрываем вот эту зону, что здесь посадим кустарники в кадушке и деревья большие. И здесь будут скамейки. То есть вот здесь вот можно посидеть. То есть мы, оживляем, скажем так. Она очень, площадь с одной стороны монументальная, с другой стороны она, чтобы вот прийти, Тёплая. посидеть, теплая, да, дети будут вот бегать здесь вот мы приняли решение, что на выходные, когда люди будут выезжать все, выехали с Уфы в пятницу вечер, например, В сады. или там в сады, да, или в субботу еще, мы поставим специальные вот отапливающие знаки, улицу Советскую, Пушкина, Цурюп поднимаем и закрываем. И это вся зона Советская, Пушкина до Ленина, Пушкина до Цурюпа, вот эта вся зона становится пешеходной. Понимаете? Мы создаем, вот в стесненных условиях мы создаем место для того, чтобы... здесь для отдыха, по сути. Конечно. Все привыкли, что здесь чиновники. Чиновникам мешать это не будет. А здесь вот они будут отдыхать. Хорошо. Вы уже не первый раз на площади? Я второй раз. Интересуетесь? Очень Переживаете? не терпится посмотреть, потому что я сказал, эту площадь сделать надо, образцовой. Посмотрим как. Спасибо.